Переводы трудовых мигрантов из России в Кыргызстан в июле побили рекорд. Деятельность в сфере международного усыновления осуществляется с многочисленными нарушениями законодательства, и преступность среди несовершеннолетних растет. Об этих и других событиях в ближайшие 10 минут в студии Джибека Парбекова. Здравствуйте. Переводы трудовых мигрантов из России в Кыргызстан в июле побили рекорд. Они составили 274 миллиона долларов. По официальной информации, сегодня в России находятся более 600 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана. После вступления республики в ЕАЭС в августе 2015 года кыргызстанцы были уравнены в трудовых правах с российскими гражданами. Ранее максимальные объемы переводов отмечались в мае и июне этого года, а также в августе и сентябре прошлого, когда граждане пересылали на родину не менее 250 миллионов долларов. Комитет по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам и регламенту Джоргу Кенеша одобрил кандидатуры для избрания на должность омбудсмена. Они были представлены парламентскими фракциями. В частности, фракция Бирбол представила кандидатуры Риты Карасартовой, Рыскула Бактыбаева и Мамутораима Момунова. Фракция СДПК представила кандидатуру Токона Мамытова, а кандидатура Азиза Канатбека была представлена парламентской фракцией Атамеки. Сотрудники милиции проверяют сообщения с угрозой расправы в адрес певицы Зере Асылбек. Об этом сообщили в столичной милиции. По ее данным, материалы будут направлены в следственную службу ГУВД Бишкека для дачи юридической оценки. Напомним, не так давно девушка выпустила клип под названием «Кыз», призывающий уважать право других на выбор. Клип вызвал бурю возмущений у пользователей соцсетей. Неизвестные прислали девушке сообщение с угрозой расправы и потребовали удалить клип «Кыз». Скриншот с таким сообщением девушка опубликовала на своей странице в Facebook. За полугодие преступность среди несовершеннолетних выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал прокурор отдела по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов в социальной сфере и защите прав детей Генпрокуратуры Нурджан Таланбекулу. По его словам, это связано со слабой работой соответствующих госорганов по проведению разъяснительных мероприятий среди несовершеннолетних. Как преступления, совершаемых со стороны несовершеннолетних, так и преступления, совершаемых в отношении совершеннолетних, у нас становится все больше. Среди них также имеются случаи сексуального насилия в отношении детей, которые порой освещаются в средствах массовой информации и вызывают большой общественный резонанс. Деятельность в сфере международного усыновления осуществляется с многочисленными нарушениями законодательства. Об этом также сообщил Нурджан Таланбекулу. Надзорное ведомство проверило в Минсоцтруда исполнение требований законодательства в сфере международного усыновления, а также по аккредитации детских учреждений интернатного типа. При аккредитации представительств иностранных организаций со стороны уполномоченных госорганов не предоставляются соответствующие заключения. Также, несмотря на допущенные представительствами иностранных организаций нарушения, министерство необоснованно принимает решение о продлении сроков действия аттестатов аккредитации. Также несвоевременно осуществляется постановка усыновленных гражданами США детей на консульский учет в посольстве Кыргызстана в США и Канаде, которым уведомление о предоставлении отчетов об условиях жизни и воспитании детей также не предоставляется. В прошлом году по факту незаконной выдачи паспортов было возбуждено 27 уголовных дел. Об этом Азатыку сообщила глава Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС Махабат Пратова. По ее словам, в этом году зарегистрировано уже 6 подобных фактов. Пратова отметила, что также регистрируются факты выдачи одного пин-кода 2 гражданам. Ранее зарегистрировано несколько случаев незаконной выдачи паспортов иностранным гражданам, криминальным авторитетам и опальным политикам из соседних государств. Согласно информации МВД, за 2015-2016 годы по фактам выдачи незаконных паспортов возбуждено 228 уголовных дел, из которых 125 дошли до суда. Десятки дел были приостановлены. И к событиям в мире. Китай введет дополнительные пошлины на американские товары годовым объемом импорта 60 миллиардов долларов. Об этом заявило Министерство финансов КНР. Этот шаг стал ответом на действия США, которые объявили о новых пошлинах на китайские товары годовым объемом импорта 200 миллиардов долларов. Правительство в Пекине отметило, что у него нет другого выбора. Если Соединенные Штаты настаивают на повышении тарифов еще больше, то Китай ответит аналогичным образом, говорится в сообщении Министерства финансов Китая.
Лидеры КНДР Ким Чен Ын и Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление по итогам своей третьей встречи, которая в эти дни проходит в Пхеньяне. Так, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончхане и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Лидеры Северной и Южной Кореи договорились уже в этом году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону, а также вывести военных из демилитаризованной зоны, разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом и прекратить учения вблизи демаркационной линии. Всемирный день мониторинга качества воды отмечается 15-й год. Каков состав питьевой воды, есть ли вредные компоненты и как они могут отразиться на здоровье человека, выясняла Ширин Асанакунова. Воду для Бишкекчан достают из-под земли. Глубина некоторых скважин достигает 300 метров. Это чистейшая вода. Таковой она остается даже после обработки жидким хлором или ультрафиолетовым светом, который убивает все микроорганизмы. 100 миллилитров воды. Этот анализ у нас титрометрический. При помощи реактивов. Буферный раствор у нас. Хром темно-синий, как индикатор идет. И трилон Б. 5 сантиметров буферного раствора. Это вода из самого большого водозабора в столице Орта-Алышского. Он обеспечивает водой полгорода. Поэтому пробы берут каждый день. В отличие от остальных водозаборов, их проверяют раз в неделю. Охраняются стратегические объекты вооруженной охраной. Вот мы титруем до получения перехода вот этого фиолетового цвета, да, бордово-фиолетового, в темно-синий цвет. Это у нас получается точка эквивалента. Вот видите, пошел переход. Вот этот переход мы фиксируем. У нас ушло 7,8 сантиметров кубических трилона Б. Мы входим в пределы допустимой концентрации. В чем суть жесткости? Жесткость – это соли кальция и магния. Кальций необходим в то же время в мизерных количествах для костей, для формирования, чтобы не было заболеваний костной системы. А магний – это элемент, который необходим для нормальной работы сердца. Поэтому в наше содержание жесткости, вот вы считаете, оно нормальное. Но люди считают, что вот если накипь появилась, значит вода плохая. А она просто, когда вода кипит, вот эта жесткость, она оседает вот на этих стенках и все. Водопроводная система города сплетает огромное количество труб под землей. Порядка 1500 километров трубопровода. Кстати, единственный плюс отсутствия промышленных объектов – это сохраняющееся хорошее качество воды. В Кыргызстане в воде мало фтора, поэтому у людей кариес. А вот на Камчатке фтора много, но там у людей флюороз, что тоже поражает зубную эмаль. А восполнить нехватку фторида в организме мы можем зеленым чаем. Всего 41 водозаборная станция, порядка 400 скважин. В общем, здесь проверяют до 1000 проб в месяц, чтобы не просочилась какая-нибудь инфекция в дома горожан. Иногда бывает, где аварийное состояние, где авария именно, там идет отклонение кишечной палочки обнаруживаем. За качество воды можно не беспокоиться там, где ее добывают из глубин. Проблемы и риски возникают во время ливней в южных регионах, поскольку там используются поверхностные источники. Ширин Асанакунова, Оскар Уланулу, Общественный первый канал. В Бишкеке состоялось 4-е совещание Министерств сельского хозяйства государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем приняли участие руководители профильных ведомств 8 стран ШОС – это Кыргызстана, Индии, Казахстана, КНР, России, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Участники обсудили решение Совета глав государств организации от 10 июня этого года о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности, совместной профилактики и контроля, а также карантина, трансграничных заболеваний животных, а также фитосанитарной ситуации в странах ШОС. И на этом пока все. Оставайтесь с нами на телеканалах КТРК и Алатон 24.